Здравствуйте, меня зовут Александр Хавренко. Пожароопасный сезон открыт в 78 субъектах Российской Федерации. Общая площадь лесных пожаров выросла до почти 17 тысяч гектар. Наихудшая ситуация наблюдается в Курганской области, в Хабаровском крае, в Иркутской области, в Красноярском крае, в Свердловской и Амурских областях. Также сильные пожары зафиксированы в Тюменской, Омской областях, Еврейской автономной области, в Приморском крае, в Республике Тыва, наибольшие в Томской и Новосибирской областях, Пермском крае, в республиках Алтай и Хакасия. Между тем, в понедельник, 16 мая, в Якутии не было зафиксировано ни одного природного пожара. На прошлой неделе в целях профилактики лесных пожаров в Якутию прибыл самолет-зондировщик Як-42Д. Это уникальная летающая лаборатория, аналогов которой в России нет. Тем более примечателен тот факт, что обычно самолеты-зондировщики привлекаются в регионы, где уже действуют пожары, и используют для их тушения. В Якутии же на самолет возложена профилактическая миссия. Он будет искусственно вызывать осадки в пожароопасных районах, увлажняя таким образом территорию, что значительно затруднит возникновение пожаров. А в ближайшее время жителям республики представит и наш собственный самолет-зондировщик. На борту одного из лайнеров авиакомпании «Полярной авиалинии» будут установлены специальные отстреливающие устройства, с помощью которых на облака будет оказываться воздействие с целью увеличения или искусственного создания осадков. Сегодня в России лишь 3 самолета с подобным оборудованием, и еще 3 находятся на стадии конструкции. Один из них будет постоянно базироваться и работать в Якутии. Самолеты-зондировщики чаще всего воспринимаются именно в пожароопасный сезон. Между тем, их работа может помочь и сельскому хозяйству, и поспособствовать в борьбе с обмелением рек и с наполнением водохранилищ. На борту нашего самолета будет установка на более чем 500 стволов. Обычно самолеты комплектуются установками в 300 стволов. Но из-за больших территорий Якутии решено было увеличить количество стволов, чтобы обработать максимальную площадь без дополнительных посадок и работать максимально эффективно.